связи с занятостью, конечно, удается очень редко бывать здесь. И очень жаль, что редко. Потому что проведенный здесь час, день, это равнозначен двухнедельному отпуску где-то в лучших местах за рубежом. Я где только не бывал, чего только не видел, каких только туристических красот не видел. Но такого, что есть в Ингушетии, я думаю, что нет нигде. То есть это и архитектура, и башенный комплекс наш, сохранившийся более-менее. Это и вот уникальная природа наша. Это вот дух вайнахского народа, который, по-моему, вот тут обитает. И все это, естественно, очень положительно действует на всевозможные эмоции. Я стараюсь полезное с приятным сочетать. И в данном случае, конечно, есть не просто цель отдыха, а есть еще и определенные цели пребывания здесь. Мы с Музбеком Бамангиреевичем очень часто обсуждаем тему реставрации наших башен, тему предстоящего туристического кластера, так называемой темы туристической, вот именно ущелье нашего, Джарадском ущелье, Васильевском ущелье. И, естественно, к этой работе нужно готовиться, как с точки зрения возможности принятия туристов здесь, создания условий для туризма, и так и, естественно, сохранения всего того, что мы имеем. С точки зрения создания условий для туризма, вот мое четкое убеждение, что сегодня уже мы можем представлять наш край в качестве уникального туристического, так сказать, туристической площадки. Почему? Потому что не нужно стремиться сразу иметь фешенебельные пятизвездочные отели рядом вот с древней архитектурой, а может быть этого вообще не нужно делать. Нужно начинать с того, что есть. Это конный туризм, может быть, это может быть такой пешеходный туризм в палатках. Вот тот туризм, который сегодня у нас с вами. То есть вот мы прошли, получили определенные эмоции, получили удовольствие от всего того, что мы увидели. Нужно начать с восстановления ингушских подворий, средневековых, древних подворий. Нужно, это можно сделать без таких мощных финансовых вливаний, то есть меньшими силами. Реставрация, восстановление, воссоздание – это всегда предполагает комплекс работ. Это не просто, знаете, вот, положить камень на камень, кирпич на кирпич. Ну, во-первых, и камень на камень, и кирпич на кирпич нужно класть с большим умением. Строительство отличается от реставрации, как небо и земля. Реставрация – это очень сложный, с научным подходом, с определенной методикой, методологией вопрос. И я считаю, что не каждого человека можно допускать до вопроса реставрации, особенно наших башенных комплексов. Этот человек должен быть человеком от Бога, и он должен быть мастером своего дела. Он должен любить эту работу. Он должен быть духом пропитанным, ингушским. Он должен быть генетическим ингушом. У нас есть такой Харсиев Магомед. Вот с него и начнем. А он пусть создает школу реставраторов. И думаю, что у него это получится. Он показал, на что он способен. Он восстановил уже несколько башен. Он построил башню и отныне будет строить. Поэтому я считаю, что вот с него нужно и начинать. Ну и помимо него у нас есть еще несколько человек, которые могут быть и реставраторами, и консультантами, и то есть люди, болеющие душой за все эти вопросы. Это Полынкоев,
наш художник, и многие-многие другие. Хотел бы уделить огромное внимание нашим историкам, которые многое сделали для того, чтобы вот, все это сохранить. Должен отдать дань нашим филологам, этнографам, Дахкильгову Ибрагиму, который с незапамятных времен собирал группы студентов, ходили вот тут по горам, по населенным пунктам, собирали фольклор. И мне как-то удалось, я помню, будучи студентом, быть в такой группе с Ибрагимом Дахкильговым. Поэтому вот все то, что они наработали, все то, что скопили, все то, что мы имеем, вот ту базу фольклорную и историческую, это все будет работать на туризм, на то, чтобы показать наш народ, показать дух нашего народа, показать, кто мы, откуда мы, с лучшей той стороны нашего бытия. Это башни всех ингушей. Вот все это принадлежит всем ингушам. Нужно общими усилиями сегодня решить, какие первоочередные у нас планы по восстановлению и какие башни в первую очередь требуют реставрации. Неважно, чьей фамилии это принадлежит. Это общенациональные башни. И я более вам того скажу, это общероссийские башни. Они принадлежат всему нашему государству. То есть это гордость всего нашего государства. Вот это место, где мы находимся сейчас. Поэтому думаю, что мы вот сегодня начнем с хорошего дела, почин, так сказать, организуем. И это начинание, оно будет подхвачено всеми настоящими ингушами и будет продолжено, причем столько, сколько будут требовать эти башенные комплексы.